Перемена взглядов Ясына Турсуна, члена Коммунистической партии Китая и секретаря деревни Терим в уезде Пейзиват на юге Восточного Туркестана, обрадовала его семью, но расстроила власти, сообщили источники, настоявшие на анонимности из соображений безопасности. Пытаясь найти причину для его ареста и осуждения, власти обвинили его в лицемерии и приговорили к тюремному заключению в октябре 2019 года, сообщили радио «Свободная Азия» 2 сотрудника полиции и 1 районный чиновник. Турсуну сейчас по оценкам 55 лет. Агентство ООН по делам беженцев отклонило просьбу правительства Таиланда оказать помощь 48 уйгурским просителям убежища, спасающимся от преследований в Восточном Туркестане, которые содержатся в опасных для жизни условиях в Таиланде уже более 10 лет. Согласно внутренним документам УВКБ ООН, с которыми ознакомился The New Humanitarian, 5 из просителей убежища отбывают тюремные сроки, связанные с попыткой побега в 2020 году, а остальные 43 человека содержатся без предъявления обвинения в жарких, дурно пахнущих и тесных условиях в центре содержания мигрантов Суанплу в Бангкоке. Им отказано в общении с семьями, адвокатами и даже другими заключенными. Согласно индексу свободы писателей, составленному организацией PEN America, число заключенных в тюрьму писателей в Китае превысило 100 человек. Почти половина писателей были заключены в тюрьму за публикации в социальных сетях. Общее число писателей, заключенных в тюрьму за свободу слова, по всему миру оценивается как минимум в 339 человек. При этом на Китай приходится почти треть всех заключенных писателей в мире. Следует отметить, что в Восточном Туркестане в неофициальных тюрьмах и лагерях содержатся бесчисленные безвестные писатели. По сообщению Министерства иностранных дел Китая, председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию. Это будет первый зарубежный визит Си Цзиньпина в этом году, его 3-й визит во Францию, 2-й визит в Сербию и 1-й визит в Венгрию. BMW объявила, что инвестирует в Китай еще 2 миллиарда 760 миллионов долларов, и эти инвестиции увеличат ее приверженность Китаю. Компания хочет снова увеличить продажи, которые упали из-за местной конкуренции в Китае. Пакистан планирует приобрести у Китая еще 10 беспилотных летательных аппаратов класса Кайон-4 средней высоты и большой продолжительности полета на сумму 24 миллиона долларов США. В последней резолюции, принятой Национальным собранием Нижней палаты парламента Франции, депутаты призвали к максимальному использованию французского языка на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Анни Женевар, одна из депутатов, стоящих в центре этого призыва, выразила свою обеспокоенность в своем выступлении в парламенте, сказав: «Олимпийские игры показывают, что наш язык теряет свое влияние».